Посмотрите на эту зыбь, на этот головокружительный водоворот, на гроздья народов, которые цепляются за выступ, поднимаются на гору и падают. Смотрите в себя. Я – это целый мир. В моем «я» мне слышится вечное «да». Ромен Ролан. Здравствуйте. И вновь в эфире «Отрицание отрицания». У всех у нас на слуху русская поговорка: если бы молодость знала, если бы старость могла. Но, увы, чаще бывает так, что мы не пытаемся вникнуть в суть народной мудрости и учимся не на чужих, а на своих ошибках, пренебрегая опытом пожилых людей. Сегодня наша программа будет состоять только из одной рубрики: «Что человеку надо?». На этот извечный вопрос даст свой вариант ответа человек, которого в нашей республике знают многие. Человек, который перешагнул 7-й десяток лет. Я думаю, если вы отложите свои дела и внимательно посмотрите нашу передачу, то, возможно, сумеете понять секреты долголетия, здоровья телесного и душевного. Надеюсь, что вам будет интересен мир человека, достаточно неординарного, который с удовольствием рассказывает о своей жизни. Однажды на выставке художественной фотографии мое внимание привлекло вот это лицо. Через некоторое время удалось познакомиться с этим человеком. В беседе с ним часы мелькали, как минуты. Сегодня в нашей передаче, которая будет состоять в основном из монолога, мы перелистнем лишь некоторые страницы его жизни. Отец у меня читал «Война и мир», назвал меня Лёва, ему понравилось, говорит, хорошо, говорит, звучит. Лев и Николаевич, говорит. В честь Толстого, да? Льва Николаевича. Да. Вот так. Лев Николаевич Фотьев, на мой взгляд, очень богатый человек. Я думаю, вы согласитесь со мной, послушав его рассказы, посмотрев фотографии. Фотографии зачем тебе только? Я говорю, Танечка, вот проживем жизнь, стариками будем. И начнем смотреть. Ой, ты помнишь, вот и как же молодые были, да, бегали, а сейчас уже пук. Это была фотография, вот это Кулаков. Так да. Первый фотограф у Сысольска. Да, у Сысольска первый фотограф, у него притом у нас много фотографий. И мамы, и папы, и бабушки. Вот. А вот эта фотография, это я здесь, а потом я отца фотографировал, он тут же. На фоне, подождите, тут очень интересная фотография, на фоне портретов. Я вижу тут, подождите, фотография Льва Николаевича Толстого, Леонида Андреева, драматурга, да. И это, похоже, Достоевский, да? Наверное. Федор Михайлович Достоевский. А это, когда отец сфотографировали, это, то потом объявили этих его врагов народа. Леонида Андреева. Да. А отец говорит, надо, говорит, вырезать, говорит, отрезать. Я говорю, зачем резать? Пускай. Я говорю, ага, говорит, нет, тогда не показывайте кого. Зодченко тогда. У нас книг было у Зодченко миллион. Он говорит, эти книги все выкинуть нужно, сжечь, говорит, а то посадят. А он сам прокурор тоже, тогда следователь был по особо важным делам. И
этот партийный такой ужас был, жутко партийный, но я не был этим. Пионером? Не, я был пионером, я при том комсомоле был до 32 лет. Я еще в Дворце пионеров работал. Во Дворце пионеров и школьников города Сыктывкара Лев Николаевич Фотьев работал бутафором, мастерил кукол для детского кукольного театра. Театралы, конечно, помнят и реквизит, сделанный руками Льва Николаевича для Республиканского театра драмы, а еще раньше для спектаклей музыкально-драматического театра. Но бутафор далеко не единственная профессия, которой овладел Фотьев. Он работал трактористом и радистом, садовником и виноделом, агрономом и комбайнером, электриком, шофером, строил дороги и дома. Работал и на нашей студии телевидения художником и даже артистом. Скажите, у вас есть свой секрет долголетия? Не, никакого. У меня так вот я живу, сколько мне положено, я столько и буду жить. Но у вас есть какой-то особенный, может быть, образ жизни? Не, ой, как все. Когда нужно, тогда и заложим, соберемся, когда... Заложим это в смысле выпьем, что ли? Да. Понятно. Да. Ну, собираемся мы с художниками, собираемся на выставках художественных, на этих. Ну, там всегда букетик делается, там хорошо выпивается, все это рассказываем друг другу, делимся мнениями. Вот недавно была выставка у Мураева, он художник, это преподаватель Педучилище номер 1. Да. Он меня тут же нарисовал. Жоры, Лисецкого фотовыставка была. Там У вас там, тоже. кстати, был замечательный фотопортрет. А там тоже немножко выпили. Вы знаете, сложится такое превратное впечатление, Лев Николаевич, что секрет долголетия в том, что вы постоянно выпиваете. А ведь это Не, неправда. постоянно я не пью, нет. Мы только на вот так и в какой-то день отмечаем. Эту пенсию получим, бутылочку возьмем, Лева, сядем, пивка возьмем, закуску возьмем, приготовим. Ну, холостяцкая жизнь, все сидим, друг другу рассказываем, о чем рассказываем. Я знаю один маленький секрет еще ваш. Вчера вы мне признались, Нет, что в свое время вы выращивали виноград сорта Изабелла и забыла, да. и делали собственное вино в Сочи. Делал. Мне оно хватало от урожая до следующего вина. Я 150 литров сделал. Секрет долголетия ваш еще в том, мне так кажется, что вы большой оптимист все-таки. Ну, на жизнь надо смотреть сквозь зеленые очки, как говорится. Не надо ее ругать, вот эту жизнь. Вот жизнь такая. Я вот это сейчас паника идет. Мне надо стране, да? жить веськать. Это вы по коме сказали. Да. По-русски это будет, то есть все равно. Все равно. Мысли вычины, годы ключика пущие, ключика локта, мылоцы опущены мелкте. Но придется мне переводить. Не все ведь коми язык знают. Не пускай. Не знаю. Кто куда бежит, Кто да? куда бежит, чего делает, кто-то хватает это. Масло покупает сразу 10 бутылок. Зачем это? Это же все пройдет на всю жизнь. Все равно ты не запасешься. Вы на пенсии, да? Да. Чем вы любите заниматься? Раньше всем занимались, потому что деньги были, и люди платили, и заказывали. Теперь никому ничего не нужно, денег ни у кого нет. И я смотрю усиленно телевизор. Все эти доклады слушаю, все это все меня все поощряет. Вот ты не беспокойся, завтра мы еще
маленькая. А, кстати, я смотрю, у вас очень хороший, дорогой телевизор. Все говорят, пенсии маленькие. Нет, этот телевизор мы купили, я на халтуру, как говорится. Для театра делали эту... Для драматического? Да, на спектакле «Соловьиная ночь», там ордена и медали я делал в Чеканеве на это. Они мне заплатили, вот и я купил. Аналитики говорят, что в правительстве нет единого мнения. Газета «Коммерсант» публикует сегодня заглавную статью. Родился Лев Николаевич в Коме-селе Устьевым в 1926 году. Сейчас с сыном Львом Львовичем и с собакой по кличке Наполеон он живет в Сыктывкаре. Жена его, Тамара Дмитриевна, артистка балета, скончалась несколько лет назад. Вот эта филармония приезжала на гастроли в Сочи, вот эта вокзальная площадь. Из Сыктывкара приезжали в Сочи, Да, они там выступала, филармония наша. Республиканская. Республиканская. И вот актеры приходили к нам в этот в садик. К вам домой, да? Да, домой. Это весна еще, ранняя весна. Вот только вот вишни вот начинают цвести. А у вас еще кроме виноградника и вишни росли? У меня там и вишни были, и гранаты были, и сливы были. Четыре дерева слив было. Гранат, правда, одно дерево было. Хороший гранат был. Потом я посадил мичуринские сорта яблони, и потом 2 яблони были. Одни вот такие вот яблоки были большие. И ветки. Вот я себе подпорки ставил, чтобы ветки не ломались. Они по 700, по 800 грамм яблока. Такие большие были. А другое росло вот так вот из ветки. Под прямым углом. А другое дерево было вот так вот. Там маленькие яблочки были. А розы каких сортов у вас были? А розы всякие были чайные. Вот мне что нравились чайные розы, они не такие, как вот простые. Простые они не пахнут. Они, но зато вот такие большие розы. А чайные розы еще только подходишь к ворот, к калитке, они уже пахнут. Хотя они около дома росли, а до того запах такой приятный, и вот все пахнет. И были такие розы, у нее одна сторона одного цвета, а другая сторона другого цвета. Вот такие тоже чайные розы. Да, жалко, что у вас тут черно-белая фотография, то Да. есть мы не увидим Да, всю тут, прелесть, цветовую тогда, гамму да, этих да, цветов. ага. А это вот сейчас Дырнос, да? Вот Местечко возле Сыктывкара, да? местечко Сыктывкара такое, все уже загрязнено, а тогда красивая речка была, Дырнос, у меня где-то еще фотографии есть туристские. Вот. А это вот эти, как его? Кувшинки. Кувшинки или купальницы, или желтые такие вот круглые цветочки, вот этот букет вот. Я брал. Что человеку надо? Во-первых, не надо жадничать, самое основное. Потом не надо, как говорится, не ревновать, а завидовать никому. Мол, у него такая машина, и мне бы тоже вот такую машину, и такой
мотоцикл, я бы поехал. А зачем это? Вот мне не надо машины. Я так пешком. Куда? Тут город небольшой. А в Москве на машине дольше проедешь, чем в метро сел и там вышел. Пошел. Так вот. Завидовать не надо. А потом не надо из-за каждого пустяка расстраиваться. Ну, бывает, там выговор дали. Ну, бог с ним, написали на бумажке, потом потеряли. Что такое выговор? Это ерунда. А другие очень переживают. Там, ну, меня, правда, не увольняли ниоткуда. Я сам уходил, когда нужно, я сам уходил. И наоборот, держали. Куда ты пошел? Зачем ты? У нас что, тебе мало? Я в порту работал, я получал большие деньги. Там мы посменно работали, потом я был бригадиром спецавтомашин. Хорошо по деньги получали. А музыкально-драматический пришел 60 рублей. Там 400 получал, а тут пришел 60 рублей. Господи. Ну, мы потом так побочно работали где-то. Ну, 60 рублей. Бог, 60 рублей. Что-то работа интересная, да? Работа. Я не люблю однообразную работу. Чем отличается бутафорская работа или работа художника? Он все время что-то новое, он что-то ищет. А вот токарь, и он говорит, вот на токаре, знаешь, что токаря сколько получится? Я говорю, я хочу, что начиная гайку с утра до вечера, а потом на другой день опять эту гайку точить. Я говорю, нет, это мне вот. Почему я шофером не любил? Правда, там подъедешь к машине, к самолету, туда-сюда. А меня потом, я подъезжаю к машине, к самолету, а техник зашел и закрылок упустил с этого самолета. Я это только сдавать стал, слушай, задел что-то. Я раз, сразу на тормоза, выхожу, а там закрылок такой. Самолет. Погнули, что ли? Да. Машина? Ну, конечно, погнул. Он опустил под крылок, я его задел, из него из прямоугольника получилась трапеция какая-то. Ну и меня сразу раз на комиссии, не пьяный ли я, туда-сюда. Потом выяснили, что это техник, но все равно с меня 800 рублей вычли. Но вычитали так, каждый месяц. Понемножку. Понемножку. А потом начальник порта говорит, ну что, ты знаешь, что я сейчас обратно тебе посажу, я давай-ка иди сейчас вот получи новую эту спецодежду и в Москву, во Внуково. Я говорю, что там? А там постажируйся, новые там машины пришли, и там схему возьмешь. АПА, говорит, и меня во Внуково отправил на стажировку. Я там месяц стажировался во Внуково. Ну, я так понимаю, что жизнь вас покидала по разным городам и весям. Да, ну, А вот мне любопытно, почему все-таки вы уехали из Сочи? а это у жены ностальгия. Она, поедем домой, другой. Она, Сыктывкар, да? Да, она безработная. Оказалось там, да? Оказалось там. Там театра нету. Она Там есть театр? балерина, да? Да. Театры есть. Здание. Но коллектива нету там. Ей только предлагали, вот давай уборщицей, давай это, судомойки там. Ну, какая балерина пойдет в судомойки? Это даже не престижно и как-то вдруг из актрисы в судомойке или в уборщице. Да? Я говорю, ладно, поедем. И поехали. Обратно в Сыктывкар, да? Ну, в Сыктывкар приехали после Сочи, конечно, там все разодеты, ходят, иностранцы ходят, все, везде зелень, цветы. В Сыктывкар осенью мы приехали, тут такая пасмурная погода, все ходят. В
согнувшись. Она, ой, какое убожество. И сразу так. Но вы не пожалели, что вернулись на родину? Нет, я не пожалел. Я лично тоже не пожалел. Она сразу в музыкальный театр ушла, я с шофером пошел. Там в СБСУ на кран. Кран дали на кране. Потом 2 раза перевертывался на этом кране. Какой-то кран такой идиотский был. И мне стрелу сломали однажды, потом наварили неправильно. Начнешь что-то поднимать. И он пух. Думаю, тут задавит этот кран. А потом мне говорит, ты что ты там в этом нашел, в этом дорожном строительстве? Говорит, я говорю, дорогу строю. Это на Конышеву строили дорогу? Да. Ага. Он говорит, пошли к нам в аэропорт на спецмашину. Пошел к Майорову. Лев Николаевич, я правильно вас поняла? Еще, наверное, все-таки секрет вашего долголетия в том, что вы вовремя уходили с работы, которая вам не нравилась. Да, это вот, если не нравится, я не могу работать, потому что это нудная эта работа. А вот бутафором это хорошо, в кукольном театре там кукол делаешь, сегодня этого делаешь, завтра того делаешь, это разнообразие. Я лепить люблю, я с детства люблю. И в детстве мы тоже в Архангельске еще у нас был один парень там, в этом тоже, в нашем доме жил, но он старше был. Он нас, пацанов, то есть, соберет, нам бумаги, досочки, поставить что-то, рисовать. Мы рисуем, потом лепим, из глины принесем, это он нас лепить учил. И, Потом, наверное, потом этот сделал спектакль, тогда сделали этого. в Архангельске? Да, в Архангельске. Вся цирковые номера делали там на трапециях, там кувыркались, падали. Это вы с бабушкой тогда жили, да? Ну, мы в основном, да, я с бабушкой жил, но мама и папа, они с утра до вечера, мама в институте училась и в скорой помощи работала. А отца я только видел так, мельком. Он круглые сутки. Ну, тогда что хорошо было? Пятидневка. 2 выходных, да? Нет, 1 выходной. Значит, шестидневка. Нет, пятидневка. 5 дней работаешь, на 6-й выходной. А потом опять 5 дней. Потом опять 5 дней на 6-й выходной. И я не знал до того, как потом во время войны сделали эту шестидневку, и мы никто не знали, что такое понедельник, вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье. Мы просто выделили сегодня рабочий день, и вот это так и жили. Очень интересно. А еще, Лев Николаевич, мне так кажется, вот вы рассказываете про свою жизнь, вы ни о чем не жалеете. Нет, я не жалею. А что, действительно жизнь. Правда, он говорил про любовь, Он это кто? Шипачев. Любовь не сдохни на скамейке, и не гуляй ни при луне. Любовь с хорошей песней, говорит, схожа, а песню нелегко сложить. Там еще это есть. И будут ненасти как-то и невзгоды, но все это нужно жить, прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Вот так же и жизнь, она идет, и хорошие дни бывают, веселые дни бывают, бывает пасмурная погода. Вот это у погоды нет плохой погоды, вот так что Каждая погода благодать. каждая погода благодать. Также и мы переживали очень много, и голодовку переживали, и военное время переживали. Мы все время воевали чего-то, то на Ханкинголе, то еще где-то, то на Хасане, то с финнами, то с немцами. Ой, то это опять война. Были хорошие дни. С Испанией, там в Испании наши воевали тоже. Вот когда и в Испании война началась, в Архангельск приходили транспорта полные детей, испанских детей, и
и у нас в Коми много жило этих испанцев, и в Архангельске и все мы, все в испанках ходили, там кисточка и шапочка, испаночка, тогда модно было, и все пацаны в испанках. Лев Николаевич, а вот сейчас на самом деле у людей в России, к сожалению, паника. Они боятся голода, возможно, это в генной памяти заложено. А расскажите, пожалуйста, вот как вы выживали? А мы по-всяко выживали. В Архангельске мы приехали, здесь уже голодовка была, но здесь, Сыктывкаре, да? в Сыктывкаре, но здесь все же земля есть. Это город-то маленький, и за городом мы Огороды. картошку Да. садили, там это вот, воровства не было. А как бабушка вас кормила? Нормально, она меня, например, с детства учила готовить. И я было прибегу где-то в 40, о, а бабушка, блин, эти оладушки делает или блинчики делает. Баба, блин, мне сейчас все я. А она говорит, вот, сковорода и ачит. Пожалуйста. Сам Я пеки, да? да, сам пеки и сам кушай, сколько тебе надо. И вот Самообслуживание, ага. Я раз сам обслужу себя, наемся. Нет, баба, все, и барабуна. Бежал. Ну, опять Вы меня поправьте, если я ошибусь. По-моему, еще Лев Николаевич Толстой в свое время говорил, что культурный человек – это тот, который может сам себя обслужить. Да, правильно, правильно. Я вполне с ним согласен, потому что, как говорят, ой, у меня мужик, если я не приду, он и будет голодный сидеть. Я, что, так все готово, он не поставит, даже, говорит, и греть не поставит. Ну, что это? Мужик и ничего не умеет делать. Ну, это ж не мужик. Это вот дерево жизни. Вот оно, глаз, тут у него нос, вот это. Ветви. Да. А это у него крона. И вот это дерево жизни дает эту ветки, этот крону эту. И вот тут два конца. И этот человек, то есть жизнь. Вот он начинает отсюда идти, и по этой кроне в круговую идет, и его жизнь кончается, он кончается философская такая. Это дерево жизни, так называемое. Похоже немножко на американские горки, да? Да, похоже, Со похоже. взлетами, с А падениями. вот эта жизнь, вот это, как вы говорили, это как раз американские горки, это и есть жизнь. Где-то ты поднимаешься, думаешь, потом резко падаешь вниз. Да. Вот, когда... Ощущение, что ты вылетишь Да, оттуда, да, да. А это такое ощущение, когда на корабле плывешь. Это вверх поднимается, потом вниз падает, и кто не может, он сразу и на вас даже не может встать. А у вас не было морской болезни? Нет, у меня нет. Я знаю, что вы с 43-го года, да, служили на морфлоте. Дело в том, что я еще до службы, я, во-первых, Всеобуч проходил. Во время войны был такой тогда всеобщее военное образование. То есть мы собирались и там шагали, раз, два, три, потом стреляли. И я от рядового до командира роты пришел. Потом учился в планерном клубе, тогда была любитель Ланенькина инструктором. И я учился в планерном клубе, то есть на планере. Мы летали на планере, прыгали с парашюта. А потом еще первые прыжки делали. У нас где стадион, там была парашютная вышка. И вот оттуда все любители прыгали очень хорошо. Тебя подвесят, я там прыгаю. А Тома у меня прыгнула, там так застряла посередине, и я потом ловили и вытаскивали. А с самолета вы не прыгали? Прыгал, вот, У-2, тогда это по-2 потом, что ли, называется. И сколько раз?
раза 4, по-моему. Тогда аэродром, там был хороший аэродром, был, все праздники на аэродроме делались, а день авиации, это что-то бесподобное было. Весь город на аэродром, самолеты, значит, выстраиваются в ряд по стойке, смирно равняйся, и равнение направо, и все там, все ларьки, все туда. А другие праздники раньше были еще до войны, на том берегу, Заречье, там домов не было, там лесок такой, кустарники, озерка были. И туда, на пароме, туда весь это пиво везут, все ларьки туда с патефонами, тогда ж не было в этих, а патефоны, и все играют. Да, весело. Я думаю, что не случайно, наверное, ваш день рождения совпадает даже с праздником Днем военно-морского флота. А я в детстве, то есть в юности, хотел быть летчиком. Тогда патриоты были, ой, все в армии. Ну, что ты мне в армии, пацаны бежали в армию, так бежали, мы тоже пошли добровольцами. Он говорит, подождите, сейчас скоро будет и ваш набор будет. Ну, потом набор стал, он потом вызывает нас, говорит, куда? Я говорю, да вот в авиацию. Он говорит, слушай, пройдите снова медкомиссию, пускай вас напишут, что вы годны на флот. А мы тогда пошли, а эти комиссия говорит, а что там смотреть, я в авиацию годен, во флот тоже годен. Тем более, да? Да, написали, и мы поехали вот на флот. И 7 лет вы На прослужили север, на флоте, да, 7 немножко больше. Но это уже не... Здесь 7 лет, там полгода, это туда-сюда, это никакое значения не имеет. Вот в 17 лет я ушел, а уже мужиком приехал. Говорят, что человек не зря прожил жизнь, если он посадил дерево, построил дом Ну, и вырастил детей. ну. То есть, насколько я понимаю, вы деревья посадили много. Посадил и кусты, и розы, и цветы садил. Дома вы тоже деревья. строили? Дома я тоже строил, дорогу строил, на дороге работал еще. И есть- Дорогу на Конушу. Вот. И есть у вас и сын, Лев Львович, и у вас Да. есть дочь. Дочь, да, Ольга Львовна. Вот. Ну и что еще? Посадил, вырастил. Люди нормальные у меня дети, не воры, не грабители. Очень хорошие дети. У Льва Николаевича Фотьева растут внуки. Возможно, скоро появятся и правнуки. Может быть, самое главное, что надо человеку, чтобы не оборвалась эта ниточка жизни.